Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Работа волонтеров во время международных спортивных игр «Дети Азии», конкурс грантов главы республики, мероприятия апреля по линии патриотического воспитания. Таков круг вопросов нашего разговора сегодня. Гостья в студии Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать наш разговор все-таки с игр «Дети Азии». Вот не секрет, что тон играм задают именно волонтеры, и, так скажем, послевкусие от них тоже на плечах волонтеров. Какая работа ведется сегодня по набору волонтеров, завершена ли она? Действительно, вы очень правильно заметили, волонтеры сейчас являются одними из таких важных направлений практически всех крупных и даже не крупных мероприятий. В играх «Дети Азии» у нас будет привлечено порядка 1900 волонтеров. Если мы сравниваем, вот, допустим, с играми, которые прошли 12 лет назад, пятые спортивные игры «Дети Азии», то тогда было 1000 волонтеров, и в принципе в то время только зарождалось вот это вот направление волонтерского движения. Сейчас это уже достаточно такое крупное, одно из серьезных направлений. 1900 волонтеров у нас будут работать на играх «Дети Азии». На сегодняшний день этап приема заявок, он завершен. Он начался у нас во время Восточного экономического форума в городе Владивостоке. Мы стартовали в прошлом году, в сентябре месяце. И практически до 1 февраля у нас шел прием заявок. Желающих действительно очень много, и действительно нужно отдать должное тем людям, которые бесплатно хотят посвятить какое-то свое свободное время именно такому большому событию, которое будет проходить у нас в регионе. Вот вы сказали практически 2000 человек, 1900. Насколько я знаю, волонтеры не только из республики будут, но и активно подавали заявки из других регионов. Да, из других регионов у нас тоже будут волонтеры, но мы рассчитываем, что из других регионов это будут, и из других регионов, из других стран это будет порядка 100-150 человек. Остальные волонтеры, это, конечно же, волонтеры, которые будут представлять нашу республику, практически все районы нашей республики. В прошлом году мы отобрали уже 100 тимлидеров. Это лидеры по направлениям волонтерского движения, за которым будет очень большая ответственность. Они будут, грубо говоря, руководить волонтерским движением. За каждым тимлидером будут стоять порядка 20 ребят, молодых ребят, которые будут активно принимать участие. Если говорить про заявочную кампанию, то более 5000 заявок мы получили. В первую очередь, конечно, первый этап это был прием заявок. Второй и третий этап это у нас каждый волонтер, кандидат проходит тестирование, проходит очное либо онлайн собеседование. Здесь активно проводит работу наш республиканский центр по работе с волонтерами. Они на сегодняшний день как раз проводят собеседование с каждым кандидатом. И бывает очень много вопросов. Понятно, что идет работа, и везде могут быть какие-то организационные вопросы. Да? И в плане того, что каждому волонтеру, кандидату на электронную почту, которую он указал у себя в заявке, мы направили письма. И каждый волонтер, очень большая просьба, если кто-то смотрит нас по телевизору, то проверить свою электронную почту. Бывает очень часто такое, что люди просто не проверяют электронную почту или письмо приходит в спам. Это все нужно проверить. И, конечно же, каждый волонтер, который подал заявку, он будет допущен до тестирования, он будет допущен до собеседования. Мы где-то до 14 апреля должны завершить тестирование, должны завершить со всеми собеседования. Надежда Вячеславовна, вот это вот, не побоюсь сказать слово, волонтерская армия, 1900 человек. По каким направлениям она будет работать? Направлений очень много, 19 направлений. Это начиная от тех волонтеров, которые будут
работать с иностранными гражданами. Очень большие требования у нас будут к таким волонтерам. То есть волонтер, который прикреплен к той или иной стране, должен знать как минимум историю той страны, с которой он будет работать. А, Это, конечно же, волонтеры, которые будут у нас работать на объектах. Это волонтеры, которые будут помогать прессе. Это волонтеры по направлению, по культуре. Это волонтеры питания. Это волонтеры размещения. То есть по всем направлениям у нас будут помогать наши волонтеры. И по каждому направлению, начиная с апреля месяца, у нас будет проходить обучение. То есть в первую очередь волонтеры должны знать, что они должны делать в той или иной сложной ситуации, которая может произойти. И тут обучение будет проходить очень серьезное. Потом приветствуется, конечно же, знание иностранных языков, в первую очередь, конечно же, английского языка. И по каждому направлению у волонтеров будут свои требования. То есть каждый волонтер должен будет знать спортивные объекты, что где размещено, где на каком объекте, где есть ходы, входы, выходы, куда можно пройти, как можно проконсультировать каждого человека по каждому вопросу. И мы всегда говорим, что волонтер не должен отвечать на вопрос, что он не знает. Он должен знать все. Ну, в общем, никто, ни гости, ни участники игр не останется без внимания. Да, конечно, Казимира. безусловно. Хочу еще поговорить о теме грантов главы республики. Вот объявили конкурс буквально несколько дней назад. Ваше министерство курирует гранты на развитие гражданского общества. Каковы сроки подачи заявок? Гранты главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества — это действительно очень большой проект в сфере некоммерческого сектора. И с нетерпением наши некоммерческие организации ежегодно ждут старта грантов главы. В этом году мы стартовали в марте месяце. И с 25 марта по 23 апреля включительно до 23 часов 30 минут у нас будет проходить прием заявок. И, как многие знают, прием заявок у нас проходит на собственном нашем портале grants.yakutia.click. Все это у нас происходит онлайн, никуда приходить не надо. Заявки все мы принимаем через электронно. И, в принципе, мы конкурс проводим уже 5-й год, и некоммерческие организации уже так или иначе привыкли и к работе портала. Отрадно, что у нас конкурс грантов главы, он создан по аналогии с конкурсом фонда президентских грантов, и заявка у нас аналогичная. То есть, если есть те проекты, которые не победили в конкурсе фонда президентских грантов, они могут принять участие, то есть доработать, естественно, да, и принять участие в конкурсе грантов главы. Конечно, у нас есть определенные требования, определенные пожелания. Мы очень просим наши некоммерческие организации не подаваться в последнюю очередь, потому что бывают и технические заминки, это все-таки техника, это все-таки портал. И те проекты, которые подались за 5 дней до окончания приема заявок, то есть с 18 числа, они не будут направлены на доработку. То есть мы их принимаем, как принимаем. Есть какие-то технические ошибки, мы их будем отклонять. Но есть и позитивные новости, так сказать, да. Если до прошлого года мы отклоняли заявки даже с долгом, если есть долги по налогам, сборам, штрафам и так далее, даже если 1 копейка, то в соответствии с федеральным законодательством мы должны были отклонить такие организации. К сожалению, таких организаций было достаточно много, у кого там копеечные долги. Это действительно и для нас было травматично, и для некоммерческих организаций. Да? Особенно если проект хороший. Да, особенно если проект хороший, очень жалко, когда вот 30 копеек долг образовался, вот он буквально там образовался на днях, некоммерческая организация не успела уследить, она подала заявку, а мы выявили, что есть такой долг, и мы вынуждены отказать. То сейчас до 30 тысяч
в принципе, долг допустим, но нежелательно, но, в принципе, мы такие заявки будем принимать, допускать до экспертизы. Направлений у конкурса, я, насколько понимаю, тоже великое множество. Направлений конкурсов у нас, в течение 5 лет доходило до 25 направлений. В этом году у нас 16 направлений. Конечно же, самые такие серьезные направления сейчас, по которому заявляются некоммерческие организации, это направления, связанные с патриотическим воспитанием. Очень, конечно же, актуальными остаются направления в области образования, культуры, спорта, здравоохранения. В последние годы актуальными стали направления, касающиеся семейной и демографической политики, что касается семьи, отцовства, материнства и детства. Особенно актуально в этом году все-таки Да, у нас особенно актуально в этом году в рамках года семьи, года детство. детства, да. И мы очень большое внимание уделяем тем направлениям, по которым достаточно сложно работать. Это направление в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, в сфере реабилитации, ресоциализации наркопотребителей и так далее. Вот такие вот направления, они были, есть и будут поддерживаться. К сожалению, мы отмечаем, что таких некоммерческих организаций у нас очень маленькое количество у нас в республике, но тем не менее они показывают очень хороший эффект, в том числе и по средствам реализации проектов, грантов главы республики. Надежда Вячеславовна, в заключение коротко давайте поговорим о том, какие планы у министерства в апреле по линии патриотического воспитания. По линии патриотического воспитания, конечно же, мы присоединяемся 27 апреля. Это наш День Республики. И в рамках Дня Республики одно из значимых республиканских мероприятий у нас будет патриотическая игра «Зорница». В этом году она будет проходить совершенно по-другому, совершенно новые требования, которые перед нами ставят федеральные органы государственной власти, в частности, Российское движение детей и молодежи, движение первых, и совместно с региональным отделением, совместно с Министерством образования и науки республики. И в этом году к нам присоединился Горный район. Они будут у нас хозяевами патриотической игры «Зорница» в селе Бердигостях с 24 по 26 апреля. Мы будем проводить эту игру для нашего молодого поколения, для учеников, для молодежи по 3 возрастным группам. Надежда Вячеславовна, ну а далее уже и 1 мая, и 9 мая, и еще много чего, я думаю, что можно успеть по линии патриотики в течение всего года. Я уверен, что волонтеры действительно отработают на ура предстоящие игры «Дети Азии». Спасибо, что вы пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо, до свидания. Это было актуальное интервью, до новых встреч.